новости» в студии Фатиме Сейдаметова. Прямо сейчас о последних событиях на полуострове. 30 лет назад в Крыму проходят мероприятия, приуроченные к выводу войск из Афганистана. Рабочий визит. В Крым прибыла делегация членов Общественной палаты Татарстана. Аварийный, но единственный ФАП могут закрыть. Жители села Заречное Симферопольского района ждут решения вопроса. Некачественная вода беспокоит жителей села Ивановка Симферопольского района. Храним приумножая. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка. Об этом и не только в нашем выпуске. Кадровые рокировки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил новых заместителей министров 3 ведомств. На должность заместителя министра транспорта Республики Крым назначен Андрей Ксензов. Пост замминистра финансов заняла Ирина Загородняя, а замминистра строительства и архитектуры Владимир Химич. Крымские морские порты также получили нового руководителя. Глава Минтранса Крыма Сергей Карпов назначил на эту должность Сергея Квасова. До этого чиновник занимал должность директора туапсинского филиала Росморпорта. В Крымском парламенте прошло заседание комитета по межнациональным отношениям. Участники подвели итоги работы за 2018 год. Основной темой стал вопрос по реализации федеральной целевой программы. Специалисты и руководители подразделений, ответственные за успешную реализацию этой программы, рассказали о проделанной работе. Они знают пути решения этих вопросов и пути, скажем, наверстывания тех средств, которые не были освоены в полном объеме. Наш комитет, он, собственно говоря, подключается и работает в этом направлении системно со всеми министерствами и ведомствами. Сложился достаточно серьезный, хороший диалог в этом направлении. На 2019 год Госкомнадзором Крыма запланирован целый ряд мероприятий. Одним из знаковых станет участие в праздновании 5-летия Крымской весны. Он пройдет в качестве флешмоба. Участники представят портреты с героями Крыма разных национальностей. Есть проекты совместно, которые будут проходить с Федеральным агентством по делам национальности. Это, значит, буквально вчера уже на расширенном комитете рассматривались вопросы о том, что 22 числа будет проходить флешмоб и выставлены будут, значит, портреты с героями, с их автобиографическими данными. В Крым с рабочим визитом прибыли 12 членов Общественной палаты Татарстана. Это работники образования, правосудия, представители межэтнических и межконфессиональных отношений, а также женские организации. Гости в том числе посетили Крымский инженерно-педагогический университет. Об итогах встречи расскажет наш корреспондент София Шукурова. 17 лет лаборатории. Экскурсия по университету. Члены Общественной палаты Татарстана познакомились с сотрудниками, студентами и, конечно, оценили развивающуюся инфраструктуру вуза. Безусловно, мы очень признательны нашим коллегам за визит. Убежден, что вот эта встреча принесет очень хорошие, позитивные, добрые плоды для дальнейшего совместного сотрудничества и развития. Материально-техническая база университета за несколько лет практически полностью была обновлена. Национальные костюмы крымских татар вызвали особый интерес у всех гостей из Татарстана. Особенно была поражена красотой и мастерством ручной работы член Общественной палаты Татарстана Татьяна Забегина. У нее свое швейное производство национального костюма. Признается, ознакомиться ближе с орнаментом крымско-татарского костюма для нее очень интересно. Впечатляет, очень нравится мне. Все это не ожидала, что увижу. Сегодня девушки предпочитают выйти замуж, никах провести в национальной одежде. Это здорово. Это сохраняет наши традиции, это укрепляет наши корни, ну и нашу дружбу. Надеюсь, мы увидимся когда-то с руководителем вашей лаборатории у нас в Казани. После гостей ожидала и культурная программа. Выступления талантов КИПО вызвали бурные овации. Конечно, гости обсудили и возможность обмена опытом. Говорили и о кардинальных переменах на полуострове. И дороги, и, конечно же, этот Крымский мост, который, в общем-то, дал относительную степень свободы для всех тех, кто хочет сюда приехать на эту территорию, познать, узнать, увидеть исторические места, конечно же, и отдохнуть на территории Крыма. В Крыму делегация пробудет 3 дня. За это время гости планируют определить основные направления, в рамках которых они могут помочь нашей республике. Также гости из Татарстана планируют посетить город крымских ханов, Бахчисарай и город-герой Севастополь. София Шукурова, Эрвин Амиралиев, телеканал Миллет.
Вопреки шаблонам, немецкий журналист Вольфганг Битнер проанализировал хронологию крымских событий пятилетней давности. В своей статье для издания «Хейс» он доказывает, что силового захвата полуострова не было, а международное право нарушила не Россия, а Украина. После государственного переворота в Киеве в Крыму состоялся референдум, затем последовало провозглашение государственной независимости, и лишь потом АРК подала запрос на вхождение в состав России. Так это было мирное законное стремление крымчан, подчеркивает журналист из Германии. Подводя итоги, в главном финансовом ведомстве полуострова состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве финансов Республики Крым. Главной темой стали результаты исполнения консолидированного бюджета республики за прошедший год. Ирина Кивико отметила слаженную и успешно проведенную работу ведомства. Это и заключение на бюджеты, которые мы делаем муниципальных образований, которые подписали с нами соглашение. И мы проработали более 1200 решений местных бюджетов, то есть мы просмотрели на соответствие бюджетному кодексу, на соответствие всем постановлениям правительства и Российской Федерации и Республики Крым. Безусловно, та работа, которую мы проводили, направленная на бюджетную консолидацию, на рост собственной доходной базы, она дала свой результат. 30 лет. Именно столько прошло со дня вывода войск из Афганистана. В столице Крыма ветераны-афганцы рассказали школьникам о своем боевом пути. Подробности в сюжете Сабрии Алимовой. Страшно было Паншерское ущелье. Ахмад-Шах-Масун 3 раза через нее проходил, но успешно, ни одного подрыва, ничего не было. Самое страшное – терять друзей в Афганистане, рассказывает генерал-майор в отставке Александр Волков. 30 лет прошло, но события страшной афганской войны до сих пор перед глазами. Ветеран даже написал книгу о кровоточащей ране на карте мира. Ну, у нас армия была сначала 100 тысяч, потом чуть побольше в Афганистане. Крымс-татар у нас в 90-м году, 1 января, насчитывалось здесь, в Крыму проживающих, которые воевали в Афганистане, 490 человек. Сейчас намного больше. И вот со мной пришли. Своими воспоминаниями поделился и участник боевых действий в Афганистане Ибраим Ахмулаев. Он в 23 года возглавил батальон и был командиром танка, сопровождал военные грузы и продукты питания в Термез, Кабул и другие города. Задача нашего экипажа была защищать колонну. Вот. Мы должны были весь удар принять на себя, чтобы колонна составляла 100-200 машин, вы понимаете. Афганская война переплела судьбы полумиллиона наших солдат, каждый из которых стал частью истории. Афганцы – это солдаты, пережившие войну, познавшие цену жизни и смерти, а также чувство долга перед Родиной. Школьники с уважением и гордостью слушали ветеранов военных действий. Ребят до глубины души затронули рассказы солдат. Мы поняли, что война – это очень страшно, очень ужасно и никогда не должна повторяться. Мы послушали людей, которые остались и которые сами через это проходили. И это действительно очень важно и очень поучительно, чтобы такого никогда больше не повторилось. В свою очередь сотрудники библиотеки Гаспринского прочли стихи, посвященные тем страшным дням. Поблагодарили ветеранов за их напутственные слова подрастающему поколению. Мы должны рассказывать молодому поколению, должны рассказывать нашим детям, что такое война. Чтобы никогда, ни у кого, никогда не возникала мысль, что война – это хорошо. Потери советской армии в этой войне составили более 15 тысяч человек. 15 февраля 1989 года последний наш воин покинул Афганистан. Фотографии тех лет напоминают о доблести и героизме солдат и офицеров, которые отстаивали интересы страны. Сабрия Алимова, Владислав Кравцов, телеканал Миллет. Поздравления, приятные пожелания, встречи гостей со всего Крыма. Сегодня Россия празднует День радио, а вот Ватан Седосы исполнилось 2 года. С самого раннего утра в студии наших коллег царит невероятно теплая атмосфера. О творческом пути молодого, но уже любимого радио расскажет Мухаммед Закирьяев. Всеми любимое радио Ватан Седосы сегодня празднует свой день рождения. Вроде бы всего 2 года, но за этот промежуток времени проделано очень много работы. Несмотря на такой знаменательный день, сотрудники продолжают принимать гостей со всего Крыма.
Стоите в пробке или дома среди родных, включайте радио Ватан Сидасе, и настроение улучшится. С самого раннего утра рабочие телефоны не замолкают. Жители со всего Крыма звонят поздравить и поблагодарить сотрудников за проделанную работу. Главный редактор Абдулладжи Осман, несмотря на свой нелегкий график, сам лично выходит в прямые эфиры, ведет рейтинговые передачи «Ислам Нура» и «Хайрлаем». Наша мечта, чтобы нас слушали в каждой семье. И не только в каждом доме, но и в каждом сердце. Я очень надеюсь, мы достигнем этой цели. Я от всего сердца благодарю наших слушателей. На сегодняшний день радио вещает на крымско-татарском и русском языках. Новости транслируют каждые 2 часа. Кроме этого, в течение дня выходят около 10 программ на различные темы. Религия, детские и информационные передачи. Известные гости со всего Крыма, в свою очередь, ведут беседы, шутят, поют и играют на инструментах. Первомайский район сегодня тоже не остался в стороне. Зера Ибраимова – активный слушатель. Сегодня она приехала поздравить коллектив. Для нее радио – это источник полезной информации о культуре и обычаях нашего народа. В Крыму это единственное крымско-татарское радио. Благодаря ему сохраняется наша культура, язык, фольклор и религия. И это очень хорошо. Нас ждет великое будущее. За 2 года радио Ватан Сидаса крепло и завоевало любовь слушателей. Почти в каждом регионе Крыма можно услышать свои любимые песни. 85% охвата по всему полуострову – это только начало. Скоро у каждого в доме и в сердце заиграет народная волна. Была проделана очень большая работа, потому что те точки радиовещания, они строились с нуля, выделялись земельные участки, возводились вышки радиовещания. И была проделана действительно очень колоссальная работа, выделены частоты. Сегодня мы будем продолжать по расширению площади вещания радио Ватан Сидасе. Впереди много работы. На достигнутом сотрудники радио останавливаться не собираются. Создание новых передач и уважение среди слушателей – это их главная задача. Мухаммед Зикиряев и Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». В Симферополе продолжаются работы по ремонту дорожного полотна. Также наносится разметка, проводится обрезка деревьев, производится уборка от мусора. Сейчас утверждается перечень улиц, которые будут ремонтироваться в этом году. Жители села Заречное Симферопольского района бьют тревогу. Аварийный, но единственный ФАП могут закрыть. В чем суть вопроса и каковы пути решения проблемы? В деталях разбиралась наша съемочная группа. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Заречное находится в аварийном состоянии. Потолки здесь буквально сыпятся на голову, а температура в помещении достигает 10 градусов тепла. Низкая температура, не стены, а развалины, протекающая крыша и обваленный потолок. Это не кадры из фильма ужасов, а состояние ФАПа в селе Заречное. Он в аварийном состоянии уже находится 10 лет. Неоднократно мы этот вопрос поднимали еще, скажем, с 2010 года. Это есть большая проблема. Работать в таких условиях тяжело, признаются медики. Уже пытались собственными силами бороться с проблемами пункта, но все попытки тщетны. Холодно, но мы спасаемся обогревателями, сидим, принимаем в одном кабинете, потому что тут мы топим. У меня истопник приходит, он топит, но из-за того, что тут везде дырки, в потолках тепло не сохраняется. Поэтому единственное, что действительно очень холодно. У нас когда тепло, это градусов 8. Примерно. И у нас в процедурном кабинете у нас каждый день сыпется потолок. Мы пришли сегодня, он у нас опять обрушился. Глава Симферопольского района откликнулся на крик о помощи местных жителей и пообещал разобраться с данной проблемой. На этой неделе сюда выйдут проектировщики, выйдут строители, посмотрят, какой, скажем так, масштаб бедствия, возможно ли восстановить и что нужно. То ли стропильную часть необходимо будет менять, то ли достаточно где-то перекрыть кровлю. Мы определимся, проектно-сметную документацию для того, чтобы это здание сохранить, хотя в том состоянии, как оно сейчас есть, нужно начинать с крыши. Мы проект сделаем. Дальше, я думаю, что с министром здравоохранения Самом Ивановичем мы переговорим и в крайнем случае уже будем просить поддержки у главы республики. Это лишь меры на первое время, на время холодов. Сейчас вопросы находятся на особом контроле Министерства здравоохранения Республики Крым. На этой неделе планируется еще один выезд администрации Симферопольского района, где напрямую с жителями села будет решаться вопрос о судьбе ФАПа. Варианта 2. Либо будет создаваться модульный пункт помощи, либо осуществлен капитальный ремонт прежнего здания. Эльмас Аблакимова, Эрвин Миралиев, телеканал «Милет».
Незаконное хранение. В Первомайском районе задержали 53-летнего гражданина. В доме мужчины сотрудниками МВД было найдено растительное вещество. Согласно заключению эксперта, изъятое являлось наркотическим средством. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит срок лишения свободы до 10 лет. Вода сомнительного качества. В селе Ивановка Симферопольского района жители уже год беспокоят качество питьевой воды. Люди жертвуют не только техникой и посудой, но и собственным здоровьем. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. При нагревании вода приобретает вот такой вот цвет. И такое у нас уже практически год. Такую воду невозможно ни пить, ни использовать в быту. Каждый день люди сталкиваются с одной и той же проблемой. Вода пачкает посуду, одежду, портит дорогую технику и, самое главное, здоровье. Вы же не объясните всем детям маленьким. Они подбегают, кран открыли, они попили. То есть это почки, это, вы можете себе представить, что они пьют и что это вообще такое там творится в организме. Даже в местном ФАПе медработники боятся вместо оказания помощи навредить. Раньше поселок снабжала скважина, которую буквально год назад переключили на другой объект. К Ивановке подключили старый заброшенный источник. Вода из крана течет, казалось бы, чистой, но стоит ее только закипятить, как вместе с ней закипают и хлопья ржавчины. Люди вынуждены покупать привозную воду. Это довольно дорого, ведь в среднем ежедневный расход более 10 литров воды. В Роспотребнадзоре пообещали в скором времени разобраться в непростой ситуации. Наша съемочная группа продолжит следить за развитием событий. Фатиме Сейдаметова, Магомед Нестуров, телеканал «Милет». Район реки Хастабаш в Алупке освободили от сточных вод. 10 лет назад канализационный коллектор по улице Севастопольское шоссе в Алупке пришел в негодность из-за оползневых процессов, а также длительной эксплуатации в агрессивной среде. Сейчас специалисты отремонтировали канализационные колодцы, прочистили коллектор, а также заменили его изношенные части. Каяшское озеро на Керченском полуострове заняло первое место в рейтинге самых увлекательных научно-познавательных туров. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса. За посещение Каяшского розового озера проголосовали 30% опрошенных. «Храним, приумножая». Именно с таким названием состоялась выставка в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. За 2018 год была проделана трудоемкая работа, в ходе которой было собрано более 700 работ. Какие эксклюзивные экспонаты были представлены на выставке в этот раз, узнавала наш корреспондент Севиля Меметова. Безусловно, название выставки говорит само за себя. Ведь основная задача музея – поиск, сохранение, изучение и, конечно же, популяризация экспонатов. Сегодня на выставке представлены экспонаты, которые собраны в течение 2018 года. Эта выставка, она у нас уже стала традиционной и является своего рода отчетом о проделанной работе наших научных сотрудников. В прошлом году сотрудниками музея и его дарителями было собрано более 700 эксклюзивных экспонатов. К сожалению, на выставке представлена всего лишь их небольшая часть, среди которых предметы изобразительного искусства, старинные фотографии, костюмы легендарных певцов крымско-татарского народа. Внести свою лепту в выставку захотел и известный художник Александр Крапко. Его работы посвящены архитектуре старинных домов крымско-татарского народа. Традиционно татарские домики, которые в то время, когда их делал, когда делали эти рисунки, они еще, в общем-то, были живы. Выставка предметов истории и культуры нашего народа будет работать в течение февраля и марта 2019 года. Севиля Меметова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Это были все новости на сегодня. Всего доброго.